10 сантиметров. 10 сантиметров. Спасатель объясняет, что лед сейчас не способен выдержать одновременно нескольких человек, а рядом с Назрановским прудом находятся 2 школы. Как только заканчиваются уроки, дети торопятся попасть домой. Зимой многие решают срезать дорогу через замерзший пруд. Это может стать причиной травм в лучшем случае, но многие дети этого не понимают. Старшеклассник Байсангур Раздоев не раз был свидетелем такой картины. Они с другом стараются не проходить мимо, проявляя заботу о младших товарищах, просят их уйти со льда, чтобы те не попали в беду. Момент тут недалеко у нас дополнительный, и когда я шел, я видел, там дети, бывает, лет, наверное, 12, так ходили по льду туда-сюда, но в то время лед был достаточно толстым, и было безопасно с одной стороны, но с другой стороны, как бы, надо было им объяснить, чтобы они не делали так. На водоемах и реках образовался тонкий лед, а значит, прибавилась работа у сотрудников МЧС. В сеть попало видео, как школьники гуляют по замерзшему пруду. Обеспокоенные родители попросили рассказать детям об опасности прогулок на льду. Сотрудники МЧС провели профилактическую беседу, объяснили, чем это чревато. Ребятам вручили памятки. Спасатели напомнили, что зимой водные объекты опасны для жизни. Если вы попали в беду, то главное не паниковать и сохранять спокойствие. Паниковать нельзя, во-первых. И нужно постараться, чтобы всем телом выбраться из полыни очень тяжело бывает, я вас уверяю. Холодная вода, 5-7 минут, все. После этого человек уже, мышцы атрофируются у него, начинаются судороги, практически его спасти нельзя, если рядом не будет того человека, кто ему сможет помочь. По данным МЧС Республики, за последние годы зарегистрировано несколько несчастных случаев летального характера после провалов под лед. В администрации Назрани также приняли меры предосторожности. Вокруг городского водоема разместили знаки, которые запрещают вступать на лед и предупреждают об опасности. Ежегодно перед началом зимнего периода мы по всему периметру пруда выставляем таблички «Проход по льду запрещен». В случае, если произойдет несчастный случай вдруг, то из них попадят под лед, какие действия нужно предпринимать, что нужно делать, чтобы спасти в первую очередь. Днем, когда температура воздуха выше, лед становится пористым и очень слабым. На первый взгляд может показаться, что он вас выдержит, но это не так, объясняют спасатели. Сегодня эту информацию усвоили только 2 школьников. Для остальных уроки по безопасности сотрудники МЧС проведут уже в школах. Амина Зязикова, Мухаммед Арсигов, Новости 24.